Пресс-центр продолжает свою работу, а сейчас слово представителям мониторинговой миссии Общественной палаты Российской Федерации. Начнет Асафов Александр. Добрый день, коллеги. Наша миссия продолжает свою работу. Мы сегодня начали с подготовки к открытию участков. Мы присутствовали на открытии и совокупно всеми членами миссии проехали более 30 участков. Члены нашей миссии также работают не только на участках на территории Республики Абхазия, но и на экстерриториальных участках в Москве и городе Черкесск, и тоже ведут там общественное наблюдение. Общественное наблюдение для Общественной палаты Российской Федерации является одним из важнейших видов деятельности, частью деятельности по общественному контролю, который регулируется законодательством Российской Федерации 212 федеральным законом. И мы видим свою миссию в части общественного наблюдения как важную часть электоральных процессов, связанную с защитой прав, в первую очередь, избирателей, но также прав членов и председателей участковых комиссий, кандидатов, представителей кандидатов, наблюдателей и всех тех, кто вот так или иначе участвует в электоральных процессах. Для этого мы наблюдаем за законностью всех процедур от начала подготовки к голосованию до завершения голосования и подсчета результатов. И, конечно, мы подробно изучили все правовые и конституционные нормы Республики Абхазия, и также обладаем большим опытом международного наблюдения в разных странах, на разных континентах, в разных электоральных системах. И через призму этого опыта, соответственно, оцениваем, как проходят выборы, насколько соблюдены все права избирателей, насколько это удобно, доступно и соответствует законодательству. Не хочется делать промежуточных выводов, поскольку мы находимся еще в середине практически дня голосования. Но уже получив определенный опыт, можно сказать, что все процедуры соблюдены, на участках теплая дружественная атмосфера, избиратели активно голосуют, организационная подготовка членов комиссии и вообще уровень проведения выборов высокий, все конституционно-правовые обстоятельства соблюдены, и в целом видно, что в этот прекрасный солнечный день для людей выборы, для многих из них, я не хочу обобщать, это будет неправильно, но для многих из них выборы являются праздником, люди идут в том числе и семьями, и видно, что они относятся к этому как к важному событию. А мы в рамках своей миссии для себя ведем такие вот краткие мониторинговые отчеты, куда мы вносим важную, по нашему мнению, информацию. И, конечно, как специалисту по выборам с многолетним опытом, мне бы хотелось что-то найти, к чему-то придраться. Я всегда найду, это в конце концов работа эксперта. Но хочется сказать, что никаких ситуаций, никаких предполагаемых нарушений, никаких таких моментов, которые повлияли бы на волеизъявление граждан, на собственные возможности их голосовать, соответственно, влияли как-то на них самих, наша миссия не установила, и выборы проходят штатно, все процедуры соблюдаются. Можно сказать, что в ряде помещений, безусловно, отсутствует доступ для маломобильных граждан, поскольку эти помещения в силу специфики Республики Абхазия, в силу специфики зданий, находятся на высоких вторых этажах. В некоторых участках, особенно в сельской местности, недостаточно, по нашему мнению, навигации. И на некоторых участках просто холодно, коллеги, просто холодно, несмотря на солнечный день. Но в целом, конечно, можно искать такие какие-то моменты, которые я бы определил не как проблемы, не как сложная ситуация, а как точки роста для всей избирательной системы Абхазии, потому что в любой системе можно развиваться, можно становиться еще более доступным для людей. Есть, конечно, много наблюдений, есть над чем подумать, но думаю, что основные наши выводы мы изложим в отчете мониторинговой миссии Общественной палаты Российской Федерации и предоставим его в широкий доступ и прессе, и Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия и всем заинтересованным лицам. Если кратко, первые впечатления по первой половине, скажем так, дня голосования, они таковы. Хотел бы предоставить слово своим коллегам. Спасибо большое. Евгений Машаров, слово вам. Уважаемые коллеги, добрый день. Что касается конституционных правовых процедур, то избирательные участки открылись строго в 8 утра.
председатели и сотрудники участковых избирательных комиссий, члены участковых избирательных комиссий были на своих местах. Более того, если возникали соответствующие вопросы со стороны как избирателей и международных наблюдателей, то на все эти вопросы мы получали необходимые ответы. Списки избирателей – это особенность избирательной системы Республики Абхазия. Списки избирателей представлены, то есть каждый избиратель может найти себя в открытом доступе, подходит. Более того, вторая специфика – это при предъявлении соответствующего документа, паспорта, ставится штамп о том, что человек получает бюллетень, и человек участвует в повторном голосовании на выборах президента Республики Абхазия. Подходя непосредственно к избирательным участкам, мы видели, что многие избиратели действительно с удовольствием идут на выборы и голосуют. На некоторых избирательных участках образовалась очередь, да, в силу того, что сегодня хорошая погода, но при этом все настроение избирателей было комфортным, хорошим, и серьезных процедурных вопросов мы не увидели. Отдельно хотелось бы отметить о том, что как представлены международные миссии, то есть очень много представителей из других государств, и это говорит о том, что избирательная система Республики Абхазия, конституционное законодательство Республики Абхазия находится на очень высоком международном правовом уровне. И многие избирательные системы могут получиться у избирательной системы Абхазии, у работы Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия, тому опыту, который сегодня у нас формируется. Что касается бюллетеней, то все бюллетени четко были пронумерованы. Что касается процедуры самого голосования, вся процедура в полном объеме соблюдается, человек подходит, все избирательные урны были с должным образом опечатаны. Более того, мы уточняли у представителей участковых избирательных комиссий по поводу голосования вне участка. И такие голосования происходят, и как раз при нас выезжали соответствующие группы, выезжали по домам, чтобы каждый гражданин мог реализовать свое активное избирательное конституционное право. Говоря о конституционных правах избирателей, то ни нарушений, ни каких-либо проблем мы не выявили и можем говорить о том, что действительно выборы проходят на достойном уровне. Спасибо большое. Слово Станиславу Корякину. Да, коллеги, добрый день. В принципе, мои коллеги много уже что сказали, я даже не знаю, чем могу дополнить. Могу только подтвердить все данные впечатления, действительно сказать, что если какие-то у нас будут дополнения или рекомендации, мы все их изложим в итоговом отчете уже, так сказать, после завершения нашей миссии. Дополнение, наверное, хочу сказать следующее, что вот сегодня 1 марта, начало весны, и вот этот день, первый весенний день, такой солнечный, он, наверное, и определяет ту атмосферу, которую мы видели на участках. Потому что вот что я хотел бы еще отметить, это такая максимальная доброжелательность на 360 градусов вокруг. То есть все со всеми доброжелательные, это вот очень хороший показатель такого здоровой атмосферы в обществе. Когда избиратели, члены избирательных комиссий, наблюдатели, все друг с другом общаются, нет никаких дискуссий, которые бы действительно могли помешать волеизъявлению. И при этом видно, что вот эта доброжелательность, она нацелена на то, чтобы было республике было по-настоящему хорошо. Вот. И вот это же пожелание, чтобы в любом случае было позитивно, положительное развитие республики, наверное, определяет то настроение, с которым избиратели идут на выборы и голосуют. А голосуют они действительно очень, так сказать, желаемо, потому что вот те очереди, о которых мои коллеги говорили, действительно мы их замечали, и в этих очередях тоже нет каких-то таких сложностей, все терпеливо ждут, когда дойдет их очередь. Вот мне кажется, что помимо тех конституционных правовых аспектов, о которых мои коллеги уже сказали, вот эта важная составляющая желания, общественного согласия, наверное, и будет определять результаты выборов, которые мы увидим вот уже практически скоро. Спасибо. Спасибо большое. Андрей Голощанов, слово вам. Мои коллеги уже многое что сказали. Единственное, наверное, что хочется подчеркнуть. И
сегодня и вчера мы слышали от граждан Республики Абхазия, что сегодня, 1 марта 2025 года, республика определяет свое будущее. Свое будущее вперед, да, на десятилетие или на следующий срок будущего президента. И вы знаете, и сегодня, посещая именно избирательные участки, мы это действительно видим. Мы видим это по количеству граждан, которые приходят на избирательные участки. Явка во многих избирательных участках, где мы были, она достойная, она высокая. И мы видим настроение, с которым идут граждане, да, и ту ответственность, которую они проявляют в ходе этого голосования. Приходят не только одни, но и берут с собой маленьких детей. Это говорит о том, что выбор, который сегодня будет сделан гражданами республики, он действительно важный, он действительно стратегический. И это говорит о том, что выборы проходят в рамках закона. Наша работа продолжается. Еще есть как минимум чуть меньше полдня до окончания голосования. И все итоги, как уже сказали коллеги, мы в своем финальном отчете Института наблюдения Общественной палаты Российской Федерации предоставим. Спасибо большое. Спасибо большое. Алексей Песков, вам слово. Уважаемые коллеги, представители средств массовой информации, на самом деле, действительно, коллеги уже мы много наблюдений резюмировали, но есть что добавить с точки зрения особенно опыта анализа электоральных систем, практик зарубежных, потому что в том числе ассоциацию, которую я представляю, Ассоциация независимый общественный мониторинг, это наше профессиональное направление, стезя, анализ электоральных практик и вот несколько интересных моментов, которые хотели бы резюмировать. Мы, наша мониторинговая группа, присутствовали на избирательных участках еще до открытия, то есть начали наш независимый общественный контроль с момента подготовки и можем сказать, что стали свидетелями реализации процедуры, которая регламентирована законодательством республики. Это подготовка и оформление избирательных бюллетеней надлежащим образом, я подчеркну, установленным образцом, да, бюллетень считается, соответственно, с печатью и подписями членов комиссии. На обратной стороне эту процедуру усиливают подписи наблюдателей. Повторюсь, да, и подчеркну, наблюдателей от обоих кандидатов. Это, мне кажется, очень серьезно усиливает, так скажем, прозрачность, открытость процедуры и особенности этого наблюдения, которое вот мы осуществляем в данный момент, является, конечно же, очень сильное такое конструктивное взаимодействие между наблюдательским сообществом. Мы, приходя на избирательные участки, взаимодействуем, коммуницируем, обмениваемся практиками с представителями, в том числе других стран, с представителями национального наблюдательского сообщества, делаем выводы, и та методика, которую Александр Николаевич представил, да, результатами которой поделился, она действительно учитывает с нашей стороны национальные особенности избирательной системы и позволяет глубоко анализировать процедуру на каждом избирательном участке. Я хочу коротко привести два примера, которые демонстрируют результаты нашей работы. Мы вместе с нашими коллегами, учитывая опыт мониторинга за избирательными кампаниями, значит, также следим, помимо фактического присутствия на избирательных участках, за информационным полем и вместе эту работу делаем с представителями гражданских институтов республики, с членами общественной палаты. И один проблемный сигнал появился в течение дня, он был связан с тем, что в селе Аракич прошла информация, что якобы избирательный участок прекратил временно свою работу из-за какой-то проблемы. Мы с коллегами приехали на данный избирательный участок, пообщались не только с представителями избирательной комиссии, но и узнали разные мнения от наблюдателей, от кандидатов, от общественного наблюдателя. И мы можем сделать вывод действительно, что на данном указанном избирательном участке голосование проходила и продолжает проходить в штатном режиме, никаких обстоятельств или фактов, которые бы как-то препятствовали волеизъявлению граждан, выявлено не было, и мы об этом широко хотим заявить, что такие информационные вбросы, они, в общем-то, для любых избирательных кампаний характерны. Мы не наблюдаем особого такого
большого объема, но на все такие сигналы реагируем, это принципиально. На одном из избирательных участков мы рекомендовали усилить, учитывая, что на каждом избирательном участке, как уже коллеги сказали, они располагаются в разных зданиях, в разных местах, да, материально-технические условия различны. Мы рекомендовали усилить опечатывание ящика для голосования для того, чтобы не было даже поводов каким-то образом усомниться. И то, что избирательная комиссия пошла навстречу и действительно это предложение реализовала, говорит о том, что мы находимся в тесном конструктивном взаимодействии и с общественниками, и с организаторами выборов, что позволяет нам действительно всем делать наш вклад в обеспечение открытости и законности процессов. Ну, в общем, мы продолжаем мониторинг и будем делиться результатами. Отдельно стоит добавить, конечно, принято начинать со слов благодарности, но я хотел бы ими закончить. И, конечно, я хочу высоко оценить усилия Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия, всех тех участковых избирательных комиссиях, в гостях которых мы побывали, всех наблюдателей, в том числе активных, включенных наблюдателей от кандидатов, которые хорошо разбираются в законодательстве и действительно следят за соблюдением всех правовых норм. На одном из участков мы видели, как мужчина попытался, несмотря на очевидный запрет, размещенный на каждом месте для голосования, произвести действия, связанные с фотографированием бюллетеня. На его действие обратил внимание наблюдатель, и, собственно, эта ситуация была устранена. И вот таких эпизодов, в том числе эпизодов помощи друг другу, очень много. Вот. Ну и, конечно, отдельно я хотел бы обратиться со словами благодарности нашим коллегам и друзьям из Общественной палаты Республики Абхазия, благодаря гостеприимству которых наша миссия может работать столь эффективно. Ну и, безусловно, передать такой большой привет всем зарубежным наблюдателям, с которыми мы сталкиваемся на избирательных участках, вместе делаем эту работу из разных стран. Вот я вижу, здесь коллеги из Туниса присутствуют. Мы виделись и на нескольких участках. Большое им спасибо тоже. Ну и вам, конечно, за то, что пригласили и дали возможность поделиться опытом. Спасибо большое, спасибо, что нашли время и пришли к нам в пресс-центр. Спасибо. Спасибо.